Мужчина без признаков жизни, на вид 30 лет, начинаю делать реанимацию. Моя фамилия Пунигов. Будущие экзаменаторы внимательно следят за каждым движением псевдостудента. Педагогический опыт у них небольшой, а вот авторитет в медицинском сообществе солидный. А еще они представители региональной ассоциации врачей и готовы взять на себя ответственность за кадры, которые придут в поликлиники и больницы региона. В роли студента пока фельдшер Центра медицины катастроф. Но уже этим летом свою первую аккредитацию попробуют пройти выпускники медицинского института СГУ и 4 медколледжей. Это уже все было в прошлом. Мы сдавали и тесты начала 90-х годов, и мы сдавали экзамены у постели больного. Здесь просто немножечко симуляционные классы, которые будут уже, и наши навыки будут оценивать независимые эксперты, с тем, чтобы не было конфликта интересов. Преподаватели образовательных учреждений, они не могут быть экспертами. Проверять практические навыки будущих медиков будут на базе СГУ. Сейчас там готовят специальный симуляционный центр. В программе экзамена не только тестирование и решение задач, но и прохождение своеобразных станций. И их будет 5. По оказанию экстренной и неотложной помощи, сердечно-легочной реанимации, физикальному обследованию, проще говоря, привычному для нас осмотру терапевта и диспансеризации. Здесь-то и решится судьба о допуске студентов в большую медицину. Подготовка студентов будет проводиться на манекенах, не на людях у постели больного. И допуск именно к пациенту будет осуществляться после сдачи экзамена на тренажерах, на манекенах. В настоящее время докуплены все тренажеры, необходимые для этих станций, которые будут в дальнейшем использоваться при аккредитации. Тем, кто испытаний не пройдет, дадут ровно месяц на подготовку и еще один шанс. Дальше 3 года работы в первичном звене, и только потом молодой специалист сможет выбрать узкую специальность. Таковы новые правила обучения в медицинских институтах. Будет стимулировать специалистов не только к теоретическому обучению, но и больше к практическому обучению. В конце концов, многие специалисты, ведь когда выпускаются, они не попадают под теплую и плотную опеку более грамотных специалистов. Да? Некоторые уезжают в район, некоторые дежурят сразу по одному. И нужно достаточно уверенно обладать практическими навыками именно взаимодействия в экстренной ситуации. А с 2021 года аккредитация ждет не только выпускников мединститутов, но и практикующих врачей. К этому времени у докторов закончится действие нынешних сертификатов. Раньше их получали каждые 5 лет. Теперь допуск к пациентам врачи будут получать на тот же срок, но уже по новой усложненной схеме. Виктория Палкина, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.